О реконструкции памятника Салавату Юлаеву сегодня говорим в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Константин Дунгузов, заслуженный архитектор Республики Башкортостан. Константин Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Это, наверное, один из самых актуальных вопросов на сегодняшний день, потому что вся республика следила за принятием решения о реконструкции памятника. И вот сейчас уже начался процесс, и сомнений не осталось о том, что реконструкция как нельзя своевременна. Совершенно верно. Особенно это вскрылось, когда реставраторы начали снимать верхний слой, краску, ржавчину, то, чем памятник был укрыт, несколько слоев. И, в общем-то, дефекты, которые возникли из-за, так сказать, нарушений состава чугуна, шлаки и из-за тех напряжений чудовищных, которые, так сказать, испытывает памятник, находясь на таком месте под ветровой нагрузкой, атмосферными осадками. Все это открылось в полном объеме только сейчас, когда был снят верхний защитный слой. Есть изменения по работам, если сравнивать с первоначальным планом, но всегда, когда вот теоретически предполагают, а в реальности есть какие-то трудности. Вот сейчас что есть? При любой реставрации возникает такой этап, когда работа с памятником вскрывает вещи, которые не были известны о нем, о его состоянии, до начала реставрационных работ. То есть снимаются верхние слои, открываются дефекты, о которых никто не знал, потому что памятник находится на большой высоте, никто его не исследует, так сказать, с той точностью, которая позволяет буквальное, визуальное и там, инструментальное исследование. Поэтому то, что сейчас это вскрылось, это, в общем-то, точно ложится на прогноз автора-скульптора Тавасиева, который, в общем-то, как бы предупреждал башкирский обком, правительство Республики Башкортостан о том, что смена материала, переход с проектного решения в бронзе на вынужденное решение в чугуне, оно является, так сказать, отложенным решением, связанным с очень быстро наступающей коррозией чугуна. И как бы все об этом знали, но ничего нельзя было сделать, потому что был, так сказать, указ постановления ЦК о запрете на использование бронзы при строительстве памятников. Только из-за этого Салават сделан в чугуне был. Как сейчас будет проходить реконструкция? Каким образом будут решаться эти вопросы, чтобы и сохранить внешний вид памятника? Я так понимаю, что ничего же меняться во внешнем облике не будет. Безусловно, памятник должен выглядеть так, как он и был, запроектированный, как его помнят все жители республики. Но методы, каким образом это будет обеспечено, это как бы сегодня является, так сказать, предметом обсуждения специалистов и, в общем-то, наверное, всего населения республики. Потому что мы стоим, в общем-то, перед выбором о том, ремонтировать ли, так сказать, и пытаться отреставрировать этот, так сказать, оставшийся, так сказать, чугунный вариант, или все-таки вернуться к варианту первоначальному, который был задуман Тавасиевым, то есть сделать его в бронзе и уже как бы на века. Потому что этот вопрос с реставрацией чугуна в таком объеме повреждений, он сегодня приводит практически к полной замене деталей на новодел. А если мы идем на новодел, то фактически встает вопрос, а зачем нам делать вариант, который опять через 50 лет придет в такое же состояние, то есть его всего разорвет, то есть он ослабнет в результате коррозии, его начнет, так сказать, рвать, деформировать, вместо того, чтобы сделать так, как было задумано в бронзе, тем более, что сейчас постановление ЦК уже не действует. Тогда какой вариант с бронзой? Как бы, я понимаю, что можно заменить, но как действовать в данном случае? Я считаю, что наиболее разумный и, как сказать, экономный способ с точки зрения, так сказать, будущих расходов эксплуатационных, это все-таки переход на бронзу. Дело в том, что мы сейчас имеем замечательный артефакт, который делался под непосредственным наблюдением Сосланбека Тавасиева. То есть мы имеем фактически контрольную отливку. Единственным ее недостатком является это сплошные, так сказать, сплошное растрескивание с очень крупными повреждениями в результате коррозии. Вот. И, в общем-то, как бы по нему надо делать
восковую копию и с этой восковой копией уже потом лить бронзовый вариант на том же заводе, где он и делался, потому что изначально даже литейщики говорили, что такой вариант уже якобы начат в работе. Вот приезжала наша министр культуры Тухватуллина тогда. Они тоже попали вот в эту ситуацию, когда они начали уже готовить как бы к бронзовой отливке, но, так сказать, в итоге это пришлось реализовать в чугуне. То есть, в принципе, монумент-скульптура, она как бы существует, ее можно делать, она находится в ведении нашей Российской академии художеств. То есть, как бы промышленный как бы ресурс для изготовления памятника, он тот же самый, ничем он не меняется. И сегодня как бы технология просто может нам как бы обеспечить многовековое существование этого замечательного символа нашего государства Республики Башкортостан. Были такие примеры, когда также вот памятник, ну, условно восстанавливали, бронзой вновь отливали? Это, наверное, же не первый будет случай. Ну, самый такой, наверное, известный пример – это одна из редчайших античных бронз. Это конная статуя римского императора Марка Аврелия, которая чудесным образом сохранилась, потому что ее перепутали с, так сказать, фигурой императора Константина, поэтому она не попала в переплавку в христианский период. Но потом уже, так сказать, усилиями итальянского библиотекаря она была идентифицирована, что это все-таки не император Константин, который, так сказать, сделал христианство государственной религией, и поэтому скульптуру не трогали. Это все-таки язычник Марк Аврелий. Вот, но уже наступил Ренессанс, и она была сохранена. Вот, и дальнейшая ее судьба, она, в общем-то, как бы сначала, как оригинал, Микеланджело ее установил в центре площади, на холме Кампидолио. Вот, а потом, впоследствии, уже в 20 веке, она подверглась сначала реставрации. Ее на 9 лет выставили на свое старое место, а потом все-таки Институт реставрации в Риме принял решение о том, что нужно все-таки сделать бронзовую копию, и так же, как и другие вещи Микеланджело, там тот же мраморный Давид, они как замечательные артефакты должны храниться в музейных условиях, и в этом смысле я думаю, что это вот один из, как сказать, самых таких реалистичных подходов сейчас для того, чтобы сохранить и существующего Салавата, как уникальный артефакт своего времени, и в то же время сделать как бы копию, так же, как вот сделали итальянцы. В 1997 году бронзовая копия, сделанная с высочайшей точностью с помощью лазерного сканирования. Она, так сказать, с огромным триумфом шла из мастерской по улицам Рима. Ее приветствовали как оригинал и торжественно выдрузили на место оригинала. А в 2007 году в музее Капитолия была сделана специальная экседра для хранения оригинального бронзового артефакта, который в 175 году нашей эры. И поэтому у него там сейчас есть свое такое помещение. Значит, он там стоит, сохраняется уже музейными, так сказать, инструментами, сохраняет античную позолоту, которая у него была, а на копии позолота не сделана. Это тоже часть как бы вот этого современного, так сказать, бытования копии, чтобы люди понимали, что вот есть оригинал, а это как бы копия, которая не должна, ну, как сказать, иметь признаки подделки под старину. И он как бы стареет своим собственным, так сказать, путем в соответствии с тем временем, к которому он относится. Но он абсолютно жителями Италии воспринимается как Марк Аврелий, и без всяких скидок можно зайти, посмотреть, сравнить. Константин Александрович, а кто принимает участие в реконструкции памятника сейчас? А кто туда входит? Наверняка не только архитекторы, реставраторы, возможно, историки, инженеры. Ну, у нас создан наблюдательный совет, который, так сказать, контролирует текущее состояние работ. Сами работы ведутся специалистами Российской академии художеств, реставраторами, именно специализирующимися на чугуне. Но то, что вот они открыли сейчас как фактическое состояние вот этой чугунной отливки, оно как бы вот очень своевременно, и оно должно как бы приводить к каким-то решениям, связанным вот с дальнейшей судьбой Салавата, потому что, в общем-то, Башкирия как бы как
так сказать, республика имеет возможность и право на то, чтобы иметь такого, как сказать, вечного Салавата, а не такого, которого мы будем каждый там 50 лет как минимум, а может и раньше ремонтировать, потому что то, что было озвучено последнее, что там порядка 70% просто идет под замену, а оставшиеся 30% в поврежденном состоянии будут включаться, это, честно говоря, для такого объекта с такой степенью как бы парусности и ветровой нагрузки, вы знаете, что у нас как бы очень сильные порывистые ветры бывают, там 15, 20 и выше метров в секунду, да, это все как бы недопустимо для, так сказать, вот этих вот уже экспериментов, то есть нужно делать абсолютно безопасный, так сказать, гарантированный вариант, к тому же обладающий вот этими важными, так сказать, качествами бронзы, как долговечность, которая позволяет в веках сохранять как бы этот артефакт. А чугунная версия, она должна храниться вместе с какими-то материалами, посвященными и самому процессу создания памятника, и самой фигуре Салавата Юлаева, потому что это как бы особый исторический слой в общественной памяти, и он как бы должен иметь соответствующую модификацию. Какой дальнейший ход работ, как думаете? Вот сейчас о завершении даже не спрашиваю. Наверное, сейчас важно понимать, как дальше будет построен процесс. Мне кажется, сейчас нужно провести все-таки такой, как сказать, широкий спектр консультаций, начать обсуждений со специалистами, с представителями общественности по поводу того, что вот это решение, оно назрело, и его, в общем-то, так же, как вот своевременно успели его все-таки снять, пока он не упал под воздействием вот этих вещей, потому что риск был страшный. Еще в 2022 году, когда мы только начинали обсуждать вот эту программу, уже было известно, что левая опорная нога передняя, что она находится в критическом состоянии. То есть это в любую секунду могло произойти. Это было бы ужасное, так сказать, зрелище, падение памятника такой величины в таком месте. Поэтому все это, слава богу, как сказать, вот, сделано вовремя. Мы имеем сейчас в безопасности и сохранности, и, так сказать, под контролем реставрационной группы Российской академии художеств сам артефакт. Вот, и теперь нужно как бы провести вот эти обсуждения коллективные и принять решение по поводу вот этого важного государственного символа, какова все-таки должна быть дальнейшая версия его сохранения. Потому что с чугуном связаны огромные риски, связанные с повторным разрушением, что неизбежно по законам физики, потому что это чугун. И, соответственно, как бы нужно принять это ответственное решение по поводу перехода в бронзу, как изначально это и было запроектировано Тавасиевым и Гайнутдиновым. Есть ли риск, что сроки завершения работ могут сдвинуться? Вы знаете, для того, чтобы отлить скульптуру такого размера, просто физически как бы, да, монумент скульптуре нужно 1,5 месяца. То есть это физический размер при наличии как бы исходника. Исходник у нас есть. Как бы нужна его, как сказать, промежуточная восковая копия, которая является, так сказать, промежуточной формой, которая потом тает в процессе отливки и так далее. На это тоже какое-то время уйдет. То есть, в принципе, вопрос как бы по срокам, он пока, как сказать, может оставаться таким же, просто решение по поводу того, что, так сказать, нужно принимать это решение по бронзе, он как бы вот, ну, желательно его не затягивать, потому что это просто потом на финише будет, как сказать, вызывать большую спешку, а в отношении такой, так сказать, такого объекта здесь спешка как бы нежелательна, нужно сделать все очень качественно, потому что это все-таки наш государственный символ, раз он находится на гербе уже, он не просто памятник, там, всеми любимый, известный, это уже часть как бы имиджа государства. Константин Александрович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.